С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. На календаре сегодня 17 июня, понедельник, и сегодня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, а также Международный день мотоцикла. А традиция отмечать этот день появилась в 1922 году, когда сразу в нескольких странах энтузиасты решили оставить свои автомобили в гаражах и отправиться на работу на мотоциклах и скутерах. А согласно народному календарю, в этот день наши предки просили ветер прислать теплые дожди. Но в то же время считалось, если ветер подует с гнилого угла, то есть с севера, то ждите ненастья. Ну что ж, давайте теперь узнаем, с какой стороны сегодня подует ветер. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, в 6 часов утра в центральных улусах температура воздуха составила 11-19 градусов тепла. Днем там ожидается 24-28. В Заречье утром было 7-21, а дневная температура 28-26 градусов. На юге 9-11 утренняя температура, днем 18-20. В Вилюйской группе улусов 14-16 это температура в 6 часов утра, а днем ожидается 25-27 градусов. В Нижнеленских улусах 13-15, днем ждите 20-26. На западе 14-16, днем ждите 25-27. В Колымо-Дигирских улусах в 6 часов утра температура воздуха составила 12-23, а днем будет потепление до 30 градусов тепла. В Янских улусах 13-17 это утренняя температура, а дневная 14-24. На северо-западе утром 7-12, днем 5-19. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 16 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, и днем ожидается 28-30 градусов. Друзья, не забывайте, что мы для вас всегда работаем только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения. У нас уже есть одно. Дорогого супруга, отца, деда Маныкина Федора Васильевича поздравляем с днем рождения. Также и с исполнением 1 годика маленького внука Иванова Ролана Никифоровича. Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья и больших достижений. Мы вас очень любим, пишет абонент с последними цифрами 7376. Замечательное поздравление, мы присоединяемся. Ну а сейчас наш эфир продолжат мои коллеги из службы новостей. После их выпуска мы к вам обязательно вернемся, так что не переключайтесь. Наконец-то лето наступило с теплыми дождями и грозой. Белые туманы на рассвете, как сверкают чистой росой. С жарким летом всех я вас поздравляю, с ласковым прибоем и волной. Замечательного отпуска желаю, пусть улыбка шествует с тобой. Доброе утро, дорогие друзья! Действительно, на дворе уже настоящее лето, которое мы с нетерпением ждали. Кто-то уже отправился в отпуск на моря, океаны, а кто-то планирует отдохнуть в родной республике. Где же именно можно отдохнуть в Якутии? Этим вопросом озадачилась наша съемочная группа. Ну, я бы съездил с семьей в Булус там где-нибудь, но недалеко от города. Где-нибудь так, ну, еще За какими эмоциями? за экстремальными эмоциями. Типа, ну, как получится еще. Куда-нибудь еще съездим, может. Ну, хотела бы поехать в Булус. Правда, я там уже была несколько лет назад. Но можно было бы еще раз съездить. И Турук-Хая. И вот еще там дальше какие-то, по-моему, водопады. Или это они и есть? Ну, вот в эти места. Вот я всю жизнь живу в Якутске, и я всегда хотела сходить там, в Ленские столбы всякие разные. Вот, мне всегда рассказывают, вот в колледже нам всегда рассказывают, и мне всегда интересно становится.
вот, нет времени. Ну, не то, что нет времени, просто не получается. Я хотела бы сходить в Кюрюлюр и в Булус. Я бы очень хотел посетить Ленские столбы, потому что в детстве я проезжал мимо них, потому что я родился в Ленске и плыл в Ленск на теплоходе, но я ни разу не был на них. Я их видел 100 раз, но ни разу не был на них. Я бы хотела побывать в Верхоянске, хотела бы побывать в Аймяконском районе, в общем, на севере. Мне интересно, потому что сейчас билеты очень дорогие туда, и дешевле съездить куда-нибудь в центр России, в ту же Москву, и оттуда дальше на юг. Хотелось бы съездить по своим родным местам, по Якутии, в теплое время года. Я бы хотел побывать в Якутии, но я везде был, кроме Терского и Среднеколымска, Эбино-Бутантасский район и Батагай, да, Верхоянский район. Вот кроме этих районов я везде побывал. Да, чтобы дороги хорошо сделали бы, вот хотел. Но там, не знаю, через сколько лет сделают. А так, в этом году осенью, где-то декабрь, январь, собираюсь сюда уже ехать. Уже у меня планы есть, цель поставлена. Но лето – это не только пора отпусков и каникул, это начало трудовой деятельности. Ведь именно в это время года студенты завершают свою учебу, и поэтому сейчас для них вопрос трудоустройства очень актуальный. И сегодня мы поговорим о том, какие проблемы трудоустройства выпускников существуют и каким образом можно их решить. А расскажет нам все Елена Калашникова, первый заместитель председателя Государственного комитета нашей республики по занятости населения. Доброе утро, Елена Виссарионовна. Доброе утро, Ларина. Скажите, пожалуйста, сколько выпускников ежегодно ищут работу, выходят на рынок труда? Ежегодно из организации среднего и высшего образования у нас выходит 9 тысяч человек. При этом на рынок труда выходит 57%, это около 6 тысяч человек. Перед нами, главой республики Арсением Сергеевичем Николаевым, была поставлена задача обеспечить максимально тесное взаимодействие органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, системы образования в вопросах содействия занятости населения. Учитывая, что трудоустройство молодежи всегда было, есть и будет приоритетным направлением, в этом году мы приняли новый порядок распределения выпускников, в котором участвуют все заинтересованные стороны, которые я перечислила. Прежде всего, с этого года в улусах, районах республики при центрах занятости созданы и начали действовать комиссии по содействию трудоустройству выпускников. Возглавляют их заместители глав муниципальных районов, которые курируют вопросы занятости. После этого планы распределения выносятся на рассмотрение отраслевых советов, которые созданы при каждом министерстве, ведомстве нашей республики, потому что кадровое обеспечение отрасли – это вопрос приоритетного характера. После этого 30 мая текущего года план распределения был рассмотрен на Координационном комитете по занятости населения при первом заместителе председателя правительства нашей республики Алексее Александровиче Стручкове. Угу. А вообще, как много выпускников обращаются в органы занятости? Ежегодно количество выпускников снижается. В 2018 году их было 800 человек, чуть больше 800 человек. Из них 313 человек – это выпускники высшего образования, и 551 человек – это выпускники среднего профессионального образования. При этом мы проанализировали причины нетрудоустройства выпускников. Основными из них являются следующие. Во-первых, это завышенные требования соискателей к уровню заработной платы. Юношеский максимализм – это, безусловно, вещь хорошая, но в разумных пределах. Уровень заработной платы опытного профессионала в разы будет отличаться от заработной платы молодого специалиста, потому что все-таки надбавки за квалификацию, за опыт работы необходимо заработать, и молодые специалисты должны это понимать. Второй причиной мы видим это отказ молодых специалистов ехать в отдаленные северные арктические улусы республики. Молодежь мотивирует это отсутствием жилья, отсутствием объектов социально-культурного назначения и некоторыми трудностями, с которыми они сталкиваются. То есть две основные причины? Да, две основные причины. Ага. Но я еще знаю, что есть такой закон нашей республики, да, о привлечении молодых специалистов на государственные унитарные предприятия и государственные учреждения. Расскажите о нем. Да, в прошлом году был принят данный закон.
Он предусматривает трудоустройство молодежи в возрасте до 30 лет, граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории республики и впервые ищущих работы. То есть это как раз касается выпускников наших образовательных организаций. Данный закон предусматривает, что доля молодежи в штатной численности предприятий с численностью менее 100% должен быть не менее 1%. Доля молодежи в предприятиях свыше 100 человек свыше 2%. Мы предполагаем, что в результате реализации данного закона предприятие с государственным участием будет трудоустроено не менее 600 молодых специалистов. И вот я хотела все-таки задать последний вопрос вам. Да, вот нынче ребята уже сдали ЕГЭ, думают, куда поступить. Вот такое вот ваше напутствие, да, куда им все-таки поступать, чтобы потом не было вот таких вот проблем с трудоустройством. Да, в 2018 году у нас распоряжением правительства утвержден прогноз потребностей кадров в отраслях экономики до 2024 года. Я рекомендую, во всех юридических справочниках он есть, я рекомендую молодым людям ознакомиться с ним, выбрать ту специальность, которая будет востребована на рынке труда и на среднесрочную, на долгосрочную перспективу. Там есть и рабочие профессии, там есть и специальности, требующие высшего образования. Ознакомиться с ним, выбрать эту специальность, выбрать это направление подготовки и уже смело идти и быть уверенным, что вы будете востребованы в нашей республике. А навскидку все-таки, это, наверное, рабочие профессии, технические, да? Безусловно, это и учитывая, что у нас максимально развивается промышленность, очень большая потребность в кадрах в промышленности есть, но тем не менее нельзя забывать и бюджетную сферу, это и медики, это и учителя, это и другие направления. Ну, все отрасли экономики у нас активно развиваются, поэтому рекомендую выбрать все, что по душе. Самое главное, не бояться трудностей и не бояться ехать в отдаленный улус. Да, действительно. Огромное спасибо вам за полезную информацию. Приходите к нам еще. Я желаю вам удачи и отличного настроения. Спасибо большое. А между тем, уже на этой неделе на гостеприимной земле Намского улуса пройдет Исех Аланхо, когда как Исех Туймады пройдет на следующей неделе 29-30 июня. Какой будет программа празднования встречи якутского лета в Намцах, об этом нам расскажет следующий сюжет. Исех Аланхо в Намском улусе, который пройдет 20-21 июня, готов принять около 35 тысяч гостей из всех уголков республики, регионов России и Казахстана. Во время проведения Исеха будет звучать только Аланхо. Дни и ночи напролет люди будут танцевать безостановочной осохой. Также по гостеприимной традиции народа Саха будет организовано бесплатное угощение кумысом и мясом более 3000 зрителей. Проведение Исеха Аланхо имеет за собой глубокие цели и задачи. У нас сегодня уже можно насчитать более 80 молодых сказителей эпоса Аланхо, которых не было. В период, когда Аланхо признали шедевром нематериального творчества человечества, у нас всего было 3 живых сказителей нашего Аланхо. Мы сегодня эту школу продолжили, и у нас в каждом поколении, молодом поколении, уже появляются люди, которые знают, что это такой героический эпос, и продолжили историю его. Ведь не секрет, что народ Саха сохранил свою историю именно в устном народном творчестве. Вот этот эпос пронес через поколение нашу историю, которую мы сегодня продолжаем для новых молодых поколений. Для нашей республики это почти как бессмертный полк. Это продолжение той истории нашего народа, который в глубокой древности когда-то поселился здесь, на древней якутской земле. А Исех Туймады пройдет 29-30 июня. Самый масштабный в России национальный праздник встречи лета в этом году будет проводиться в 22-й раз на местности Юсхатын. Жителям нашей республики, чтобы приняли самое активное участие в праздновании нашего национального праздника, чтобы каждый был на празднике, зарядился огромной энергией солнца, энергией встречи с друзьями, родной земли, родного села. Эта энергия, которую дает наш национальный праздник, невозможно упустить. Будьте всегда гостями этого праздника. Держите высоко эту планку нашего национального праздника Исех. Он сегодня уже становится брендом для Российской Федерации, для мирового человечества. Многие приезжают именно увидеть, поклониться Солнцу в этот праздник. Это мы уже сделали, мы заслужили, и теперь наша задача его продвигать дальше. Как отметили организаторы, Исех Туймады в этом году снова будет изобиловать радостью и встретит гостей более 100 культурно-обрядовыми мероприятиями, спортивными состязаниями, играми и конкурсами. Наталья Колесова, Семен Афанасьев. Новый день.
Дорогие друзья, не забывайте, что для вас программа «Новый день» работает только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте на этот номер свои смс и WhatsApp-сообщения. Мы обязательно прочитаем все их в прямом эфире. Может быть, это у кого-то из вас будет сегодня день рождения, юбилей, свадьба, я не знаю. Просто передавайте привет и задавайте вопросы нашим гостям. И, кстати, насчет гостей. Между тем, уже подведены итоги акселерационной программы Fast Force, организованной Министерством по делам предпринимательства и развития туризма. И напомним, эта программа стартовала в марте этого года. И сегодня я рада представить вам победителей этой программы, обладатели гранта главы нашей республики. Это Анастасия Калашникова и Снежана Назарова. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Я вас, конечно же, в первую очередь поздравляю с победой. Вы обладательницы гранта главы нашей республики. Расскажите, а в каком направлении вы одержали победу? И вообще расскажите про ваш проект, что вы вот сделали, чтобы победить. Ну, в акселерационной программе 45+, вот я участвовала. И вообще было сложно, конечно, начинать после 45 свой бизнес какой-то, да, вот было тяжеловато. Ну, как бы были сомнения. Поэтому, когда я пошла в бизнес-школу учиться, были какие-то, вот думаю, может смогу, может не смогу. Сомнения, да? Сомнений очень много было, конечно. А когда стали учиться, там уже нас научили, как финансовую часть просчитывать, ну, в общем, такие, да, нюансы. И как-то вот уверенность появилась. Вот у меня было хобби вырезать из фанеры, ну, тогда что-нибудь. Началось это с того, что вот у нас в Якутске нету вообще вот для национальном стиле поделок, да, вот сказок. И с этого у меня началось. И вот поэтому на этой программе я, участвуя, решила изготавливать игрушки в национальном стиле на основе наших якутских сказок. Это, в общем-то, для развития детей, там, для речи, да, мелкой моторики, для развития памяти. То есть, получается, вы делаете их вместе с ребятами, с детьми, да? Нет, ну, делаю это я пока сама. А так, вообще, по идее, конечно, помощь какая-то есть со стороны родственников, конечно. То есть как наглядное пособие, чтобы дети знали и сказки, и вообще... То есть для малышей совершенно Да, рассчитано, для малышей, да? конечно, рассчитано. 2-3 годика. Это корова, это такая-то вот красавица. из Ну, такой для того, сказки, чтобы, да, дети видели какие-то персонажей, потому что у нас все-таки нету иллюстрированных хороших книг, как оказалось, именно с героями. Вот у нас эпос Алонхо есть, да, там очень красивые иллюстрации. Вот, а вот в сказках очень мало как-то вот таких интересных рисунков. А сказок-то как-то, когда расскажешь ребенку, ну, ребенок хочет посмотреть, а фактически там особо нет. А у вас еще можно их потрогать, получается? Да, их можно потрогать, поиграть. Они у меня вот такие двусторонние. Можно со всех сторон посмотреть на них. Что вот с ведром там, с молоком. Действительно очень интересно. Анастасия, а вы что подготовили? Так, значит, я тоже в рамках программы, ну, мы с Снежаной были в разных группах, у нас их было 3. Это действующий бизнес, предприниматели, которые уже с каким-то опытом, стартап, это молодежь, которая тоже мечтает что-то открыть, и вот 45+, группа Снежаны, да. Я была в группе стартап, причем потом удивилась, что я, оказывается, была самая молодая, потом еще и выиграла, так оказалось. Мой проект – это Центр поддержки материнства. Идея зародилась у меня, когда я сама была беременной, потом, когда стала мамой, да. Ну, вот все что-то мамы, ходила вокруг да около. Появилась возможность пройти обучение. Я подумала, что да, вот оно, мне нужно окунуться в эту среду, чтобы рядом были единомышленники, да, что-то сгенерировать. Ну и вот в итоге пришла к такому проекту. Сейчас вплотную работаю с концепцией уже, с услугами. То есть мы предполагаем, что там у нас будет предродовая подготовка, какая-то эмоциональная, психологическая, помощь мамам, да. Тренинги будем проводить, чтобы какая-то была работа руками, например, букеты собирать, что еще какая-то арт-терапия. Затем уже группа эмоционального выгорания у нас будет. Ну, это такой синдром, это уже после родов. Уже после родов, да. Многих мам он касается. И чтобы вот этого не произошло, то есть мамы собираются, что-то обсуждают вместе. А чем будет отличаться вот от тех консультаций, которые проводятся вот в поликлиниках?
в женской гинекологии? Во-первых, по времени, там обычно час длится, да, не все успевают задавать вопросы. Мы планируем сделать 2 часа, плюс добавить специалистов с других немножко отраслей. То есть и будет не только физиология, да, рассматриваться, а Да. вот с точки зрения Меньше, психологии. скажем, меньше научного языка, а больше чего-то такого досугового, да. Ну, мамочкам обычно не хватает такого немножко пинка, чтобы пойти что-то поделать. Девушки, расскажите вообще об этой программе вот акселерационной, да, вот я сказала, что в начале марта стартовала, да, то есть несколько месяцев вы учились, вот чему научились, вообще какова программа, что туда входило, какие занятия? Много чего было, да, активности. Да, у нас было очень много, вообще разные бизнес-игры у нас проводились, да, там для того, чтобы мы могли быстро реагировать на какие-то там ситуации, да. Можно сказать, с разных сторон рассмотрели, да? с разных сторон. Вот бизнес — это деньги, у нас там была такая жестко все игра, это только деньги. Потом как-то немножко мы... Были спортивные состязания. Да. Командообразующие Вот, да. такие. Как-то получилось, что у нас команда наша 45+, все-таки из-за того, что мы раньше, видимо, в детстве все-таки ходили в пионерские лагеря, да, как-то как-то более дружнее и быстрее мы среагировали. Советское прошлое чем молодежь, сказалось? да, советское прошлое сказалось, короче, да. У нас был хороший девиз, скажем. Но занятия проходили каждый день, да? Вечернее время наверняка. То есть после работы? Пару раз в неделю, может быть, 4, когда-то 3. В течение какого времени? 2 месяцев? 3 месяца. 3 месяца было. Вообще обучение было 3 месяца для бизнеса и стартапа. Для нашей программы 45+ было 2 месяца. Там 2 недели интенсивного обучения было с 10 утра, там до обеда, по-моему, до 4 где-то учились. Вот. А потом вот уже у нас были всякие полевые задания и такие вот, которые мы должны самостоятельно были делать. Еще была практика, да, у действующего практикоориентированные курсы были. Вот мы проходили практику в разных предприятиях, тоже вот у ребят, которые в бизнес-группе, ну, они это действующие предприниматели, да, смотрели, как они вообще вот чем занимаются, как начинают. Было очень полезно пройти практикоориентированные курсы. А вообще сколько участников было вот в этой программе, вот в вашем потоке? Около 60. Около 60, да? И только 3, да, получили? Да, только 3. Вот грант главы. А какая сумма, вот о какой сумме идет речь? Можно спросить нескромный вопрос такой? И на что вы потратите эти деньги? На развитие бизнеса, да? Да, на запуск больше, да? На Потому запуск. что мы же начинающие. Ну, сумма, она, по идее, не сказать, что сильно большая, 100 тысяч, но, в общем-то, и не маленькая, потому что для начинающего предпринимателя это, в общем, существенный тоже. Существенно. И ты уже думаешь, подарок, да. куда И бы уже, грамотнее вложить. Ну, конечно, в оборудование или вот на открытие. А что вы можете пожелать всем вот другим участникам, которые вот как думают, да, тоже принять участие в программе в этой, или вот как состояться как начинающие предприниматели? Вот какие ваши пожелания? Все в бизнес-школу. Ну, потому что, правда, очень важно поменять окружение. Если в окружении нет, бывает там дядя, мама, тетя, предприниматель, тогда да, все хорошо. А, например, А если таких родных если родственников таких нет, нету, то да? да, важно окунуться в эту атмосферу, что все там что-то думают, что-то делают. В бизнес-школе, например, там встречи с ведущими предпринимателями города, ну, как бы проводят, то есть ты набираешься какого-то опыта, и поэтому там и обучение, очень хорошие преподаватели, все очень доходчиво и все хорошо объясняют, что-то какие-то нюансы. Нету такого, что мы закончили школу и ушли. Они даже вот поддерживают и по окончании. Снежана, школы. теперь нет сомнений, теперь не страшно уже Нет, начинать? теперь уже не страшно. Анастасия, вам тоже, наверное. Ну, надо мной, скажем, работают, мне очень помогают в этом плане, да, поддержка бизнес-школы, и Ирина Сергеевна, в том числе наш министр. Кстати, да, мы не рассказали, у нас был завтрак с министром, с Ириной Сергеевной, да, было очень интересно. Что ж, огромное спасибо, девушки, что нашли время, зашли к нам сегодня в гости в студию, поделились такой хорошей, позитивной информацией. Удачи вам, отличного настроения. Дорогие друзья, сейчас реклама.
Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня 17 июня, понедельник. И я хочу напомнить, что эта рабочая неделя в нашей республике короткая. Национальный праздник СЭХ подарил якутянам дополнительный выходной день в эту пятницу, 21 июня. Так что все якутские бюджетники работают на этой неделе до четверга включительно. И, соответственно, нас ждут 3 выходных дня. Но давайте вернемся ко дню сегодняшнему. Чем же интересно и знаменито в мировой истории, науке и культуре 17 июня? Оказывается, в этот день 1937 года была изобретена камера Polaroid. В Китае проведено испытание первой водородной бомбы, а Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище. Пожалуй, сегодняшняя дата также известна и киноманам, ведь в этот день 1988 года состоялась премьера американского фильма «Красная жара» с участием Арнольда Шварценеггера. Наверняка многие помнят, что он играл советского милиционера Ивана Данко. Или Данко. Вот такие сегодняшние события. А чем же нас удивит погода? Давайте узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня днем в центральных улусах температура воздуха составит 24-28 градусов. В Заречье такая же температура будет. На юге воздух прогреется до 18-20 градусов тепла. В Вилюйской группе улусов днем ожидается 25-27. В Нижнеленских улусах 20-26. На западе 25-27. В Колымо-Дигирских улусах плюс 18, а где-то будет даже плюс 30. В Вянских улусах плюс 14, плюс 24, на северо-западе плюс 5, плюс 19. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 16 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, и днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. Каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал с чаем ароматное малиновое варенье. И наверняка все наслышаны о чудесных лечебных свойствах этой ягоды. Не ошибусь, если скажу, что многие из нас хотели бы завести у себя на участке эту культуру, но как выращивать малину и как ухаживать за ней? А на эти вопросы сможет ответить наш следующий сюжет. И у себя на участке можно с успехом выращивать эту вкусную и ароматную ягоду. Как говорит молодой эколог Роман Григорьев, уход требуется минимальный, зато урожай потом радует. Это малина. Это гибрид малины природной и малины сортовой. За малиной в основном уход содержится в том, чтобы нормальную делать подвязку, именно ленточно, чтобы она сама себя не густила. То есть посередине будет место для новых однолетних ветвей, а вот для этих старых ветвей будет место для плодоношения. Они не будут густиться и не будут болеть. В этом, в принципе, основа. Ну и обычные подкормки. По весне больше азота, по лету больше фосфора и калия, осенью только калий. Можно заметить то, что не стоит их слишком высокими, они вырастают еще выше намного, а так их надо обрезать, чтобы они сильно не вытягивались, иначе будет плохое плодоношение. Эти на следующий год я буду вырезать. Но это взрослые кусты, они, если, вот, например, вот эти маленькие, они вырастут до таких, где-то года за 4. Пересаживать все всегда лучше по осени, не по весне. У нас любят все пересаживать по весне, конечно. Но лучше всегда по осени, когда уже все ушло в период покоя. Чтобы его не травмировать по весне, по осени травмировать, но оно в периоде покоя ему все равно. И уже по весне оно будет сразу давать новые корни, и уже приживется в новом месте лучше. При хорошем уходе с одного куста за сезон можно собрать до 500 грамм ароматной малины, а плодоносить она начнет уже в 10-х числах июля. Во-первых, кушать просто так, они и так вкусные. Джемы, варенье, настойки, всякие вина также можно делать, все что угодно. Листья малины тоже можно в чай пользовать. В малине много антиоксидантов, это замедляет старение, по крайней мере. Ну и вообще витамины, ягоды.
Раз в неделю хорошенько пролить, и этого будет достаточно. Юноши любовь к растениям, своему саду перешла от бабушки, которая с детства прививала ему свою страсть. Сегодня Роман уже сам выписывает редкие сорта растений и может дать рекомендации, что стоит сажать у нас в Якутии, а от чего лучше воздержаться. Мария Павлова, Александр Слепцов. Новый день. А между тем, Общественная палата нашей республики совместно с молодежным правительством запустила проект «Народный правотворец». Более подробно об этом проекте сегодня нам расскажет Андрей Сосновский и Анастасия Сивцева, члены молодежного правительства нашей республики. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, какова цель этого проекта «Народный правотворец»? Цель этого проекта, прежде всего, он направлен на сбор правотворческих инициатив у населения Республики Саха-Якутия. То есть в данном случае собираются именно инициативы и идеи на реализацию определенных или изменения актов нормативно-правовых, которые уже действуют. То есть, да, как бы для этого проекта он, по сути дела, уникальный, что прежде всего собираются идеи, а уже потом, во втором этапе, будут готовиться конкретные нормативно-правовые акты и дорабатываться уже с экспертами. То есть на основе тех законов, которые уже существуют, да? Да, на основе тех законов, но также можно предложить что-то новое, что-то свое, при том, что в данном проекте охватывается не только уровень республики, но также можно инициировать на муниципальном уровне, либо даже предложить какие-то федеральные изменения. А кто может принять участие? Принимает участие у нас молодежь от 16 лет и старше, то есть не только молодежь, у нас 4 категории, это получается от 16 до 23, с 23 до 35, то есть это конкретно молодежь, с 35 до 55 и старше. То есть это 4 категории, которые принимают участие. У нас нет каких-либо ограничений, все физические лица, скажем так, принимают в этом. И общественные организации также могут принять участие. Да, у нас есть такая, то есть команды могут принимать участие. Форма заявки, в принципе, рассчитана на то, что там главное указать контактные данные, номер телефона. Также форма заявки есть как на сайте Общественной палаты, так можно ее и скачать в приложение там же и просто заполнить от руки и принести в организацию Общественную палату. В Общественную палату все это нужно приносить, да? Именно вот лично, вот на бумаге нужно приносить. Или электронную форму также можно заполнить, то есть можно пройти на сайт Общественной палаты, там есть отдельная вкладка, чтобы не теряться, сразу заходите, и там есть специальная форма, которую можно заполнить и отправить электронно. То есть сбор заявок происходит как лично, так и электронно. Потом уже после 1 октября, то есть 1 октября это крайний срок, когда надо предложить свои инициативы, свои идеи, уже будет конкретная работа с экспертами и доработка указанных инициатив. Кстати, насчет экспертов, вот кто входит в экспертную комиссию, кто определяет лучший проект? Сейчас идет как раз формирование состава экспертов. Мы привлекаем, естественно, людей, которые достигли определенных высот в праве, кандидатов юридических наук. То есть мы сотрудничаем совместно с Общественной палатой, с Ассоциацией юристов России и с Северо-Восточным федеральным университетом. А каковы критерии оценки будут? На что будет обращать внимание? Как оцениваться? Новизна? Я не знаю, что там еще? В положении есть критерии. Да. Актуальность там их 7. Там прежде всего будет, конечно, оцениваться именно цель, какую цель преследует проект, то есть на кого он направлен, какой охват. И, естественно, будет актуальность, безусловно, инновации, возможно, уровень какой-то, и креативность. То есть должна быть та идея, которая непосредственно меняет жизнь к лучшему, как говорится. Улучшить условия, да? Так, а вот проект когда стартовал-то вообще? Он недавно, да, стартовал или уже какой-то есть? Да, проект стартовал 14 марта этого года. И сейчас у нас такой этап. Мы будем участвовать в форумной кампании нашей республики. Во-первых, это фестиваль молодежи Табыс, который пройдет с 12 по 15 июля. И у народного правотворца нашего проекта есть площадка, где мы проведем для участников игру, по итогам которого будем собирать заявки. Опять же, на этот республиканский конкурс, то есть у них будет возможность молодежи научиться писать такие проекты, во-первых, а во-вторых, предложить свою идею, то есть стать инициатором.
То есть, получается, в середине марта стартовал проект, завершится он 1 октября, я Да. так понимаю, да? А на сегодняшний день есть какие-нибудь уже предложения? Вот что предлагает якутяне? Предложения есть, заявки, конечно, поступают, но не хотелось бы раскрывать все. Но, конечно, самое популярное направление социально-экономическое. То есть люди хотят улучшения именно своих социальных условий на муниципальном уровне. То есть там по дорожному хозяйству было предложение. Вот, то есть, ну, такие больше, скажем так, предложения, которые именно связаны с их жизнью. Но это правильно на самом-то деле, потому что, конечно, человека больше всего интересует то, в какой среде он живет и где он, собственно, находится. Кстати, у нас было предложение от учеников. Группы школьников. Да, группы школьников, то есть ученическое самоуправление, они отправили свое предложение вот недавно буквально. Ну, а школьники, кстати, могут, да, участвовать? Да, от 16 лет. То есть старшеклассники как раз могут. Да? Получается, что до 1 числа вы принимаете все предложения, все идеи, и когда результаты будут оглашены? Как это будет проходить? Результаты предварительно, дата стоит в конце ноября, то есть, получается, первый этап заканчивается 1 октября, потом наступает второй этап. Конечно же, мы не исключаем возможности, что будут идеи повторяться или будут идеи, собственно, дорабатываться как-то уже с экспертами, и потом уже лучшие идеи будут приняты для реализации, так как основная цель этого проекта именно реализовать эти идеи, и они уже будут объявлены в конце ноября. То есть в начале зимы там как раз будет уже ближе День юриста, съезд юристов, уже ближе к той дате, собственно, уже будут подведены итоги. Да. Что ж, огромное спасибо за участие в нашей утренней программе. Было очень интересно с вами пообщаться. Я думаю, что вы заинтересовали многих наших телезрителей, молодежь и старшеклассников в том числе. Я желаю вам удачи, отличного настроения. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. После паузы в этой студии появится моя коллега Гея Буртахова. Не переключайтесь. Так что и не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Отправляйте сообщения.